Там целая колония татар из вилаята Кония. Но к 40 годам возвращаются в село. Мемлекет. Я слышала это слово повсюду. Тут живет дух Сибири. Во всех дворах к приезду гостей пекли хлеба по-сибирски, стряпали парамечи, баурсаки, беляши, наши татарские. Я с изумлением взирала на их жизнь. Они сохранили то, что у нас осталось лишь в книгах о начале века. Множество примет истинно сибирско-татарского быта, традиций. Девушки собираются на посиделки под строгим надзором старой бабки. И вхожи туда только их отцы и младшие братья. А юноши, украдкой подглядев в окно, выбирают суженую. Затем засылают сватов. И только на свадьбе впервые дотрагиваются до руки невесты. Здесь платят колым, но девушек насильно замуж не выдают. Не те времена. Эта земля родная для них. Наверное, поэтому странно слышать, как 80-летняя бабушка Хафиза вспоминает березы, которых никогда не видела, и мечтает, чтоб на ее могиле была горсточка сибирской земли, земли Мемлекет. Они поют песни наших предков, а в глазах слезы. И вдруг русские лица. Это, услышав о нашей миссии,
Прибыли из Анкары консул России и его сотрудники. Чаще забилось сердце при виде своих. Своих? Так кто же я? Где свои, а где чужие? Как делить? И нужно ли? Что сильнее? Зов крови или зов Отечества? Сомнений и вопросов меньше не стало. Родились новые, и никто, кроме меня самой, не ответит на них. Разве что жизнь и время. А оно быстротечно. Пришла пора прощаться. Не наговорились досыта, хотя беседы шли до утра. И снова пролягут между нами моря, горы, степи, леса и годы. Но путь предков пройден. Проложена тропа к далекой деревушке Бюгределик спустя 86 лет. Я поклонилась могилам тех, с кем одной крови. Пересказала им шепот берез Мамлякат. Выполнила долг перед бабушкой Айни и маленькой девочкой своего детства. Вернула доброе имя тем, кто остался в Сибири в далеком 908 году. Русским и татарам, не ставшим врагами, вопреки предсказаниям Хаджи Рашида. За последние годы только в Тюменской области восстановлено и построено заново 11 мечетей. В стадии проекта и строительства еще 14. В 117 школах преподается татарский язык. Открыты культурно-просветительские центры, татарское телерадиовещание. Издается национальная газета. Решается вопрос о принятии статуса сибирских татар как самостоятельного этноса. И при следующей переписи населения России в графе «Национальность» я напишу «Сибирская татарка».